Приветствую всех на программе «Звезда Плюс», в котором гости готовы заявить о себе. Мы находимся в студии радиостанции «Звезда Кызыл» на волне 104,4 FM. И у нас сегодня в гостях Азамат Очур. Здравствуй. Здравствуй. Расскажи, какими ты к нам регалиями приехал и что ты хочешь о себе рассказать? Ну, приехал я на программу, чтобы рассказать, что я занимался спортом. Очень серьезно занимался. Выступал на Сибири много раз и на России. Угу. Занимал, так сказать, первые и вторые места. Ну, были, конечно, третьи, но их было мало. Угу. В основном вторые. Давай сначала отмотаем немного назад и расскажешь немного о себе. Откуда ты родом, где учился, как проходила твоя школьная жизнь и как ты определялся с будущей профессией и как ты пришел к спорту. Начну с того, что я родился в Томске, родился не тут, не в Туве. Спортом меня отправила мама. Отправила сначала на карате. Сам я любил хоккей. Ну, больше всего занимался хоккеем. После чего отец настаивал то, чтобы ходил на карате. Ну и хоккей окончательно бросил и ходил только на карате. А уже после школы, обучаясь в Томске, я так полагаю, да? Да. Ты решился серьезно заняться уже боевыми видами спорта. Да. Какие у тебя победы? Вот ты пришел, кстати, с кубком и медалями. Но это еще не Ознакомь наших зрителей. Так, это еще не все кубки и медали. Этот кубок за всероссийский чемпионат России было по кикбоксу. Там я занял только второе место. Проиграл человеку из Ингушетии. Потом, ну, он чемпион мира был против меня, мастер спорта. Потом медали тоже не все, только за Сибирь, ну и за Россию. Занимался еще боксом, помимо кикбокса и тайским боксом. Помогало ли вот занятие единоборствами, боевыми искусствами в реальной жизни? Бывали ли такие форс-мажорные ситуации, в котором тебе пригождались твои умения, твои скиллы, самооборона, в этом плане? Естественно, да, была самооборона. То есть помогло? Да. Расскажи об этой ситуации, как это произошло. Ну, я шел после учебы домой, и... Это не здесь, это да, в Томске. В Томске было. Ну, и сказали то, что и не русские там. Ну, в общем, местные хулиганы начали... Ну, я остановился, естественно. И... Всем навалял. Ну, да. Понятно. Ну, а сейчас чем занимаешься? Сейчас спорт в прошлом? Спорт, да, в прошлом уже. Сейчас какие занятия? Занятия, монтирую видео, занимаюсь YouTube-каналом своим, работаю тоже на телевидении, занимаюсь 3D-проектированием. Процесс обучения или уже как бы в этом плане серьезно уже решил заняться? То есть уже делаешь, и уже, может быть, есть заказы? Ну, пока заказов особо таких нету. Или, может быть, уже готовые какие-то продукты у тебя имеются, проекты? Готовые, да, есть. Которые мы можем посмотреть? Да, есть. Хорошо, какие еще увлечения есть по части искусства? Рисование. Поешь, рисуешь? Рисую. Тоже рисовать начал я с детства. Сейчас я не рисую особо. В студенческие годы еще рисовал очень много. Даже было так, что я приходил в школу и начинал рисовать, и у меня эти рисунки, ну, как на заказ. То есть отдавал, раздавал их. А в какой стилистике? В основном, аниме. Аниме. Рисовал. То есть, как думаешь, в Туве много? Анимешников? Аниме, да, культуры. Конечно. Ну, сколько я замечал уже тут. Ну, аниме, на самом деле, оно очень популярное. Хорошо, а по части музыки? Музыкой. Ну, я меломан. Люблю все слушать, и рэп, и рок, и хип-хоп. То есть, какая по душе будет. Ну, сейчас большинство людей таких, мне кажется, меломанов. То есть, не я один так.
Хорошо, окончил ты колледж. Напомни, на кого? На электрика. Получил диплом? Среднее образование. Да. Дальше. Какие шаги в жизни? Ну, пошел в армию. Где служил? Сначала в Хабаровске, это была учебка полгода, после чего меня отправили в Калининград. То есть объездил всю Россию, получается. Ну, Сибирь, в принципе, да. Дальний Восток, и это уже европейская часть. Да, Вот да. если почувствовал разницу жителей Дальнего Востока и Калининграда, есть какое-то культурное разнообразие? Да, есть, то есть В чем оно заключается? В Хабаровске более такие вот, как сказать, спокойные люди, Мгм. тихие такие, а в Калининграде более какие-то буйные, Даже так. да. Как думаешь, с чем это связано? Ну, то, что, может, рядом Москва рядом, и оттуда с Москвы идут в Калининград, и Вообще-то Калининград, он, по-моему, окружен вообще с севера морем, да, Балтийским да. морем, и окружает эту область страны бывшего Да, я ничего не могу сказать, просто постсоветского пространства. да, я ничего плохого не хочу сказать, просто ну, в каждом же городе есть хулиганы. Ну, просто большинство я встречал в Калининграде, Да? да. Угу. А какие у тебя планы в ближайшие 2-3 года? Может, ютубом, проектом каким-то займусь. То есть программу. Рассказывал, что у тебя уже есть свой канал. Да, и как программу можешь какую-нибудь сделать. Допустим, жители там Тувы, русскоязычные отгадывают там, допустим, тувинские слова. Ну, что-то в этом роде, в общем. А по части спорта нет желания По части спорта, делать? Ты еще говорил, что у тебя брат да, мастер спорта международного класса, да, участник Паралимпийских игр. да, Руслан Ачур, он очень, как сказать, известная личность в Туве. Мгм. И я когда к нему домой приходил, у него вся стена в кубках, в медалях, все золотые, серебро. Вот он живет в Шагонаре. Я точно не знаю, сколько он занимается спортом, но знаю то, что он очень больших успехов добился Мгм. в спорте. Какой бы ты совет себе дал, кажись, ты лет 10 назад? Скорее всего, учись нормально, Мгм. потому что все-таки образование... Я бы, не знаю, я бы поступил куда-нибудь. Если бы я дал бы себе совет, то я бы поступил бы куда-нибудь в МВД, там, в полицию. Я об этом с детства еще мечтал. Какие плюсы в твоей нынешней работе? Заработок, развитие, все, наверное. Какие недостатки твоей Недостатки? работы? Недостатков, наверное, нету. А чего не хватает девушкам молодым? Не знаю, скорее всего, скромности, может. Сейчас просто девушки такие, то что Какие? большинство встречает, то что какие-то слишком, ну, нескромные, в общем. Мгм. Может, я не знаю, может, мне такие нравятся. Как мы знаем, нынче проходят в Токио летние Олимпийские игры, и в дисциплине «Вольная борьба» будет участвовать наш земляк, родом из Дзунхемчикского района, Артас Сана. Ученик другого нашего чемпиона Апана Сата. Какие у тебя прогнозы и какие пожелания нашему земляку, нашему чемпиону? Артас Асана, я слышал о нем, хороший боец. И слышал то, что он многократный чемпион Азии. Ему удалось сейчас второй раз выступать на Олимпийских играх по вольной борьбе. Желаю ему, конечно же, хороших успехов в спорте, и чтобы он занял первое место. Это наш земляк все-таки. Артас, если ты нас видишь, я уверен, что ты нас потом обязательно увидишь. Мы, земляки твои, желаем тебе только побед. Давай кулак. Спасибо, что принял участие в нашем пилотном выпуске нашей программы «Звезда Плюс». Напомню, с нами был Азамат Очур. И твои пожелания нашим зрителям. Желаю жителям Республики Тыва, невзирая на сложности жизни, чтобы не опускали руки, крепкого здоровья и счастья.